Самбайна Нахудут. Здравствуйте, друзья. Сегодня у нас в гостях верховный шаман религиозного шаманского центра Тенгри. Мне кажется, это самый медийный шаман Бурятии. Это Баир Цариндаржиев. Баир Самбайна. Здравствуйте, Самбайна. Баир, можно сказать, что я сейчас со святым человеком разговариваю, и мне надо поаккуратнее выражения выбирать и разговор тщательнее выстраивать? Я думаю, что здесь нет такого понятия святым, не святым. Вот есть понятие религиозный деятель. Религиозный деятель. Да, и все религиозные деятели любой конфессии, я думаю, они одинаковые. Святых там не бывает? Вот. Я думаю, конечно, нет. Хорошо. Но есть вероятность, что если я у вас сейчас какую-нибудь бестактность спрошу или грубость, что меня, не знаю, духи, допустим, покарают, Баир? Нет, такого нет. То есть можно спросить все, что угодно, в принципе. Да. Как верующего человека вас можно оскорбить чем-то? Ой, не знаю, вот верующий человек... Чувство ваше верующего, имею в виду. Если человек, он, скажем, духовный, то любое, думаю, оскорбление или любое такое, он поймет, и он не выскажет. Я понял. Но если бы я там начал говорить какие-нибудь слова обидные, там, дурак, там, или еще какие-нибудь глупости, то вас бы это задевало бы? Я думаю, просто огорчился, что вы очень глупый человек. Понятно, понятно. А если бы вашу веру бы поносил бы? Ну, конечно, понос веры – это в любой ситуации. Я думаю, что вот вера, она такая вещь, она в сердце любом человеке. И, конечно, она святое. И при этом вот есть понятие веротерпимость, толерантность. Все верно. И в этом порядке верующий, умный, гениальный человек, он просто скажет... Человек, не достигший сознания, разума. Ясно. Но вы, допустим, в ментовку бы стали бы за что-нибудь сдавать человека, который бы как-то высказал неприятие к вашей вере или как-то ее оскорбил? Ментовка – это понятие такое. Я имею в виду правосудию, закону. Да, это закон правосудия. Мы все живем под законом правосудия, но я это бы не сделал, потому что я просто понял, человек просто не достиг. Я понял. Вообще, духов легко оскорбить, Баир? Вообще возможно это сделать? Обычно мы говорим духи, боги, божества. Они, в принципе, намного сознаний лучше нас и выше нас. И любое наше оскорбление они не воспринимают, а просто пропускают. То есть, если я там на святых местах какие-нибудь, не знаю, займусь любовью, например, или пописываю, это тоже не оскорбляет их? Это не оскорбление, это нарушение гармонии. То есть вы нарушаете гармонию, и вы этим создаете себе препятствие. То есть меня накажут за это? Не накажут. Не накажут. А что за препятствие тогда? Тогда вот это не наказание, это вы сами находите себе камень, чтобы споткнуться. Я понял, Баир. Я вчера, когда готовился, статью про вас прочитал, по-моему, в Новой Бурятии или где-то, и там было написано вот так о вас. Баир Цариндаржиев, прошедший все 9 ступеней посвящения, в шаманизме это наивысший сан, и получившего его называют познавший истину. Вас тоже, получается, порой называют познавший истину? Но я думаю, что это громко сказано, потому что мы, люди, если, скажем, познаем жизнь, и когда познаем жизнь, приходит мудрость. И эта мудрость, она должна всегда сопутствовать. Поэтому у нас, у бурят, всегда старейшин, старых людей всегда уважали, познавший мудрость. А именно религиозный деятель, достигший учений свою философию, свою ум, разум от своего Бога, который он почитает, он достигает этим тоже мудрость. И вы среди них? Ну, не знаю, но если люди считают, я думаю так. Но можете доходчиво там в пару предложениях сформулировать, в чем эта истина состоит, мудрость? Истина мудрости состоит именно в познании жизни человека на земле и его охват, как бы его отношения со всеми, скажем, вселенными, скажем, макромиром и микромиром. Я понимаю. У вас тут неплохо получается, я понимаю. Не знаю. Окей. Вы вообще по Бурятии, Баир, сильный шаман считаетесь? Если я буду говорить, что я сильный, значит, я очень не сильный. Очень не сильный. Я думаю, что прежде всего любой шаман или любое религиозное лицо, достигая своего, скажем, умения, познания, он достигает вот именно мудрости. И его, скажем, пересмотр на мир состоит именно его сознание и подсознание. В этом сила? Да. В этом сила, хорошо. Есть в Бурятии шаманы, которых можно с вами на одну ступень поставить по крутости?
Ой, я думаю, любой шаман, если сказал, что я очень крутой и такой шаман, значит, наверное, он достиг. Хорошо. Ну, не знаю, допустим, какой-нибудь Хагдаев Сархона, он крутой чел, по-вашему? Я думаю, да, потому что он стоял в истоках, и он очень хорошо знает историю нашего народа. Степанова? Я думаю, вообще... Крутая тоже тетка. Шаманка, женщина, как сказать. Ну, Надежда Ананьевна, я просто его уважаю, потому что она вот, чтобы начать движение возрождения шаманизма, она стояла истоков, и я думаю, что недаром она была религиозным человеком и есть религиозным человеком, потому что этим приходит мудрость. Почему именно вы верховный шаман? Ой, я не знаю, вот, наверное, просто вот работа, которая велась. Это чисто номинальная должность, она что, не значит вообще? Или вы действительно там верховный и верховенствуете? Нет, это номинальная должность. Я думаю, что на должность, скажем, или на название верховного шамана претендует очень много шаманов. И я думаю, что достойных там тоже есть. Есть кто-то, кто хотел бы вместо вас стать верховным шаманом? Пожалуйста. Серьезно, есть такие люди? Не знаю. Хорошо, хорошо. У вас какие-то преференции есть по жизни от того, что вы верховный шаман? Нет, конечно. Никак вам в быту не помогает это? Нет. Хорошо. Баир, я правильно понимаю, что вы как бы в бытовом смысле никаких чудес совершить не можете? Знаете, вот это чудеса, вот мы говорим, когда сакральность, вот чудеса и так далее. В принципе, чудеса, она сама жизнь. Вот мы разговариваем с тобой, это тоже чудеса. Это чудеса. Конечно. Ну, так прямо на камеру что-нибудь такое могли бы сделать, чтобы обыватели сказали: о, какой он крутой? Взять так, скажем, материализовать что-нибудь такое. Ну, или, не знаю, вы же должны людей видеть, вот вы мне скажете: так, Максим, ты умрешь в 2000, там, не знаю, каком-то году. Я думаю, что любой человек, даже Максим, ты можешь сказать о любом человеке что угодно. Но вы-то не должны говорить не что угодно, а по делу. Не, почему? Любой человек. У нас говорит то, что, вот, например, человек сказал, человек должен сделать. Понимаешь, вот тогда ты шаман, или ты тогда религиозный деятель, когда вот ты плохое берешь и делаешь хорошее. Плохое берешь, то, что сказал, надо сделать. Короче, за слова надо отвечать. Да. Ну, вы отвечаете за слова, то, что вы своим людям, которые к вам за помощью... Ой, это очень большая, конечно, ответственность, и, конечно, стараюсь. Отвечаете? Да. Окей. А так, Баир, посмотрев на меня, что-нибудь можете сейчас сказать? Ну, знаете, вот... Кроме того, что очевидно. Сказать все, что можно, потому что сразу видно облик, глаза, уши. Что-то скрытое, где-то имя человека, скажем, Максим, да? А что оно говорит вам? И ваше вот именно темп разговора, и ваша, скажем, добропожелательность и так далее. Она все говорит, скажем, о вас. Что же она говорит, Баир? Ну, знаете, вот именно говорит о том, что у вас чуть-чуть очень много крови. Вот сразу, да? У вас тип лица, скажем, европейский, но ум азиатский. Неплохо. Вы, значит, живете в нашем регионе, да? Это как Шерлок Холмс, да? Да, очень лестное сравнение. Спасибо, Баир. Спасибо. И здесь у вас скрыто очень много творческого потенциала, потому что вы очень быстро думаете и очень быстро говорите. И это говорит о творчестве, но при этом у вас в жизни бывает так, что очень много спотыкаетесь. Очень много спотыкаетесь. Потому что вы, как говорите, когда человек спешит... Людей насмешит. Ну да. Плохой человек или хороший? Очень хороший. Спасибо, Баир. Баир, можно за ваш внешний вид поговорить немного? Я ВКонтакте ваш аккаунт смотрел. Вы там раньше были без бороды, просто с усами. Почему решили отрастить бороду? Знаете, это прежде всего связано, наверное, с моей работой, потому что когда наступает время, открывается небесные врата, у нас начинается работа обрядов, ритуалов, церемоний. А когда они открываются? Они открываются в середине мая. Окей. И она проходит до
опадение листьев. До осени. Да, осенью. Как ваша борода помогает вашей работе? Ну, это вот, понимаете, вот когда у меня нету времени было бриться, и так далее, она выросла. А потом, когда выросла, снять, как бы сбрить и так далее, уже неохота было, потому что все-таки, я думаю, древние философы, древние люди, шаманы и так далее, у них всегда была борода. Это не от того, что модно или кричащее, а им было... Не вовремя было. Вот. Стричь было, не было времени стричь. Да. Смотрите, у вас вот здесь вот вы все время стрижете коротко, а вот здесь вот длинно. Значит, здесь-то вы стрижете или усы тоже, получается, регулярно бреете? Ну, конечно, это надо как-то следить, потому что сейчас мы живем в современном обществе. Так. И надо как-то все-таки делать вид. От того, был бы как Робинзон Крузо, да? Какая-то практическая надобность имеется в ней? Ну, не знаю, нет, наверное. Не знаю, когда кушаете, мешает она? Нет, конечно. Шулан едите? Нет. Вообще никак? Нет. Хорошо. Ваш дегл, что он означает? Почему вы в дегле вообще пришли? Потому что вот именно традиционная одежда наша, бурятская, это дегл. И мы, вот именно, особенно религиозные деятели, скажем, наш шаманизм является именно традиционной верой. И мы должны соблюдать традицию, одеваться по традиции и... Но если вы снимете дегл, сила ваша уйдет? Нет. Не уйдет. То есть это чисто тоже номинальное все? Это чисто традиционная наша бурятская одежда. Если вот именно есть шаманские атрибуты, скажем... Это вот эти вот висюльки? Это не висюлка, это называется толи. Толи. Ага. Толи как зеркало, что ли? Да. Ага, вот это зеркало, да. И кроме этого существует очень много шаманских атрибутов, которые весят около 70 килограммов, да? Очень тяжело. Шамана, да, очень много, скажем. Но почему именно этот костюм? Я не знаю, вот такому типажу костюма, наверное, лет 200-300. Ну, это хоринский костюм, как я вижу. Ну, Максим, вот почему ты... Если я спрошу, почему ты не одел костюм, скажем, 70-х годов или, скажем... Я пошел в магазин, и сейчас там продаются вот такие пиджаки, рубашки. Да, вот именно, это модно, вот понимаешь? Ну да. Да. И также у нас у традиционной одежды была своя мода. У вас свой фэшн там есть? Ну, конечно. Ага. Окей, хорошо. В чем предназначение вот этих вот толей, которые на вас висят? Толи это... Означение толи это зеркало, да? Когда ты смотришь в зеркало, видишь себя, отражение себя. И когда ты видишь, наверное, хочешь, чтобы выглядеть умным, красивым, мудрым, да? И толи, вот это очень большая защита, энергетика. И плюс вот именно ты всегда должен себя в нем видеть и воспитывать. Но в данный момент они вас защищают от чего-то, толи? Я думаю, приводит к мудрости. Приводит к мудрости. Хорошо. Но, Баир, нет ли такого, что все это немного показуха? Потому что, я не знаю, ну, как бы практической надобности сейчас в этой шапке нету, потому что здесь довольно тепло. Да. Но вы сидите в шапке. Да. Нет ли такого, что это все, чтобы произвести впечатление на обывателей? Ну, наверное, в хорошем смысле? Да, в хорошем смысле, конечно, может быть, да. Но вот именно моя практика, скажем, давать интервью и так далее, я привык сидеть в шапке. Окей. И вот она как бы служит моим атрибутом между разговором с тобой. Может, я вот этой шапкой чувствую себя полно. Увереннее? Вот, нет, увереннее, полно. Но при этом, слушай, вот именно тоже по традиции считалось вот именно головной убор одним из главных предметов человека. Ну да. Но по другой традиции считается, что некрасиво мужчине находиться в помещении с головным убором. Ну да, конечно. Но при этом мы всегда сейчас, в данное время, скажем, для молодежи, для людей, для, скажем, вот есть, мы говорим, утрата традиции. Да? Мы должны всегда поддерживать, говорить, вот она наша традиция, вот, и показывать людям. Ну да, Баир, но эта традиция, она же тоже как бы не из начальных времен, она тоже когда-то сформировалась там лет 300-400 назад, когда там, ну, грубо говоря, какие-то культурно-исторические процессы случались, и вы застали вот эту традицию в том времени. Ну, допустим, 1000 лет назад она была совсем другой, 2000 тоже другой. Почему именно это? Извини, пожалуйста, вот именно вот это наше замечание приводит к тому, что мы теряем традиции и свою культуру. Но справедливое замечание, вы считаете? Нет, это, я думаю, что это далеко не так.
Почему? Потому что вот именно субкультуры, вот скажем, шаманизм, мы говорим, тенгрианство, она имела колоссально большую историю, скажем, она является проторелигией, скажем, она является фундаментом даже наших религий сейчас, мировых религий, скажем, буддизма, христианства, ислама, которые они сами сейчас они будут это отрицать, я 100% говорю. И вот эта проторелигия, которая у нас есть, сохранилась, мы вот именно традицию, ее ведем и дальше. Хорошо. Вот, потому что, смотри, вот греки, римляне, которые молились Зевсу, Аполлону и так далее, они пришли сейчас к христианству. И сейчас они... привели, наверное, к христианству. Ну да. Они же сами не отказывались от своих богов. Да. Но при этом вот сейчас есть понятие идентификации наций. Да. И его вот, они, например, любой грек гордится, что он родился греком. Да? Ну да, но мне кажется, что современные греки и эллины, они все-таки, наверное, разные народы. Не, я думаю, что вот они есть. Хорошо. Вот. И вот мы, вот Максим, сейчас ты современный человек, очень мудрый, культурный. Возможно. И ты носитель, вот скажем, сейчас передачу снимаешь довольно медийный человек, но при этом у тебя, вот ты приходя, скажем, через 10 лет, у тебя будет совсем другой взгляд на мир, но при этом будешь все-таки упираться на традицию, что у тебя есть бурятская кровь, что ты бурят, что ты родился именно в Улан-Удэ, и ты хочешь быть вот патриотически внутри, чем человек. Не берусь говорить за себя будущего, поэтому промолчу. Хорошо. Но вообще шаманки, допустим, которые ходят просто в тапках и в телогрейке, ничего страшного, что они не носят там все эти внешние атрибуты? Это их не умаляет, их силы? Шаман становится шаманом, лишь одев свои атрибуты, скажем, взяв бубен, накрыв тахил, подношение, и когда начинает человек вот именно камлать, или мы говорим булха, лишь тогда он становится именно шаманом, религиозным человеком. Я понимаю. А здесь вот, скажем, я просто вот носитель имени верховного шамана, а при этом просто баир. Окей, Баир, хорошо. Баир, уважаете Хамбола Моюшеева? Я его уважаю как духовный лидер буддистов, потому что все-таки Хамбола мы не выбирает, скажем, просто из мусора. Так. Потому что его работе, его жизни, он все-таки как-то, я думаю, что он хочет, чтобы его религия, буддизм, служил для народа. А почтение какое-то к нему есть? Знаете, вот если человек вот достиг религиозной мудрости, я вот именно Хамболаму почитаю, как он, как его за титул, как Хамболама, за это можно. Не как Дамбо Юшеева. Вы вообще знакомы с ним? Нет. То есть за руку не здороваетесь? Нет. Хорошо. Думаете, из него мог бы получиться, допустим, дельный шаман? Это вообще... Если бы он захотел стать. Очень интересно. Вот. Если, Максим, вот ты захотел бы стать шаманом, я бы, думаю, не получилось. Почему? Потому что вот именно в шаманизме есть такая простая истина. Скажем, что есть вот та тенденция, мы говорим генетика. У нас шаманизм называется отха. Отха. Мудрость, что ли? Отха – это смысл. Ген. То есть предки, которые передаются шаманские гены. У меня этого гена точно нет. Нет. Сразу видите? Видео. Окей. А у Хамбо? Я думаю, что у Хамбо может быть. Может есть, да? Да, где-то по материнской линии. Почему по материнской? Потому что здесь видно человека именно. Ну, это секрет, нельзя говорить. Хорошо, не надо секрет раскрывать. Да.
Хорошо. По материнской... блин, а как вы прямо внешне смотрите на меня и видите, что шаман из тебя не выйдет? Знаешь, вот именно все-таки можно о тебе сказать, вот, Да. Если Только много сказать, грязи не говорите наружу. если сказать внешне, то, конечно, можно об этом говорить. Вот хамбы нету, некрасиво говорить о его, скажем, внутренних чувствах, о его... Да, но мы же плохого не говорим, не поливаем. Все равно нельзя. Хорошо. Не чищен. Окей. А, допустим, вот по оператору нашему можете сказать, шаман из него вышел бы? Да, конечно. Серьезно? Серьезно. А вот из того? Ага. Ну, извини. Потому что он русский? Нет. Окей. Хоть у русских, скажем, любой нации есть тот предопределяющий ген, который человеку дает вот именно... Хорошо. Когда вас другие религиозные деятели, допустим, тот же Хамбо ругает, или вам обидно становится от этого, или досадно, или вам все равно? Ну, здесь, если раньше было обидно... А вам обидно было? Конечно, вот именно за свою веру, религию, вот уже проходя несколько, скажем, ступеней роста, посвящения, я просто понимаю, что человек делает свою работу. Ему это, видимо, надо. Пускай работает. Хорошо. И здесь уже вот именно вот передачу, которые начинали, вот именно обиды и так далее, она не должна быть, она должна уходить. Ладно, не будем эту тему трогать. Да. Вообще, думаете, зачем нужны буддизм, христианство и все остальное, если у нас есть шаманизм? Ну, не знаю, потому что... Они вообще нужны? Любой религии есть вот именно... скажем, прогресс. У нас общество тоже прогрессируется, развивается, и в этом понятии вот именно люди должны были понять Бога как бы в одном лице. Им это было, видимо, удобно. И вот именно люди пришли к тому, что им более удобно молиться одному Богу, чем многобожность, скажем, у древних языческой религии. Но по-вашему, толк есть реальный от буддизма и христианства? Или это чтобы просто контролировать людей легче в государстве? Ой, знаешь, Максим, ты какие грешные слова говоришь. Какое грешное слово было в моем самое? Нет, я шучу, конечно. Здесь просто в человеке должно быть понятие божественности, Бог в сердце и уме. То есть он должен чувствовать себя вот именно частицей Бога. Я понял. Хорошо. Вот тогда у человека не вылетали бы такие слова, как бы... Как государство и контроль? Контроль там и так далее, тому подобное. Хорошо. Вы сами в Дацане хоть раз были? Был, конечно. В последний раз когда были? Последний раз был в прошлом году перед Сагалом. В каком? В 2017 году. Не, в каком Дацане я имею в виду? У нас есть приход, называется Замбала. С какой целью Байер ходили туда? Потому что у меня тоже, у моих предков, моя бабушка была очень, почитала вот именно буддистские каноны, и вот она совершала вот именно свои вот деяния. И вот, знаешь, есть внутри та отправная точка в семье, когда я рос и воспитывался у своей бабушки. И здесь есть тоже ответственность, как меня, как религиозного человека, что я, когда познал детство и пришел сознание, и вот я как молился, и это дает мне, знаешь, такую силу, что вот тоже я почитаю вот именно... Я понимаю. А возможно ситуация, что если у вас какие-то косяки по жизни будут, вы к ламе пойдете за помощью? Ну, я думаю, сейчас... Было такое вообще? В данное время нет, наверное. А раньше было? Было, конечно. Было. В каких случаях людям надо идти к ламе, в каких к шаману? Ой, я думаю, что здесь нету такого большой разницы. Потому что все-таки, если человек, он традиционно внутри себя видит Бога, Будду Шакьямуни, Бурхамбакша, ему легче будет ходить в Дацан. Можно миксовать? Как? Смешивать? Смешивать, пожалуйста. Окей, хорошо. Я вчера, пока готовился, случайно оказался на одном сайте религиозном, и не из Бурятии сайт,
Короче, там было написано про вас. Про вашу веру и про вас лично. Согласно Библии, дьяволу подчиняются злые духи, демоны и бесы. Они бестелесны, организованы, обладают сверхъестественной силой, знают о Боге и трепещут перед Ним, и Господь будет судить их на страшном суде. Они всеми силами пытаются разрушить Царство Христа, противостоять народу Божьему, распространяя лжеучения, поскольку являются служителями сатаны. Баир Жамбалович Цариндаржиев, глава сектантского центра Тенгри. Можете согласиться, что вы глава сектантского центра? Наверное, именно взглядом этого человека, наверное, это и есть. Наверное, это есть секта, вы имеете в виду? Нет, в голове этого человека, который писал вот это. В его голове вы глава секты? Да. Так. Именно в своей голове, скажем, как я думаю, что все-таки вот именно возрождение традиционной нашей веры, традиционного нашего учения, тенгрианства, я думаю, принесет больше обществу. Чем вот именно, чем отнимет? Или чем вот этот парень думает. Который написал? Да. Но можно вас... есть какой-то смысл в том, чтобы называть вас служителем сатаны? Знаете, вот именно я вот это вашу рубрику где-то когда-то, это год-два. Вы читали это, да? 2 года тому назад было в интернете. Знакомый вам слова эти? Знакомый. Вот этот человек все-таки относится к евангелистам, которые, скажем, я не знаю, кому относится. Вот именно у нас, в России, запретили. Вот так вот. Да. Но здесь не в этом, но здесь в том, что вот, человек, любой человек, если он, наверное, христианской веры и сугубо соблюдающий его понятие, скажем, о религиозности, то каждого человека, например, если, скажем, ислам, то любой другой веры это неверный человек, да? Ну да. И также вот христианин, который вот именно соприкоснулся с язычеством, то есть его понятие уже идет как сатанист. Да. А если, скажем, вот человек, достигший христианства очень большого реализации, достигший его мудрости, скажем, наш отец Саватий, наверное, да? Или, скажем, вот святые, скажем, которые достигли. Для вас Саватий со святыми примерно на одной? Нет, его просто звание, как епископ. И вот здесь они, вот эти люди никогда не сказали бы, вот, сектантство, что, скажем, это, скажем, некрасиво. Я понимаю, что некрасиво. Но вы уверены, что Саватий вас за последователя, служителя сатаны не считает? Нет. Не считает. Вы с ним знакомы тоже? Нет. Да, я знаком, за руку общались? Здоровались. И он тоже нормально поздоровался? Да, конечно. Хорошо. Я ему не брезгу. Окей. Когда такие плохие отзывы про себя слышите, хочется их как-то наказать? Нет. А можете наказать, если захотите? Нет. Не можете? Не, конечно, здесь наказать, но это очень плохо, конечно. Если вы можете к каким-нибудь злым духом обратиться, и они покарают их? Нет. Но вообще это в ваших силах? Нет. Есть понятие вот именно защиты своего убеждения, своей религии, именно тем, что ты, когда вот именно говоришь, скажем, мудро, и думаешь мудро, ты уже этим себя защищаешь. Ясно. Ясно. А это его дело, он, скажем, может, бедный человек мучается. Я понял. За свои эти слова. Окей. Я вчера был на сайте вашего движения, вашей организации Тенгри, и там были написаны критерии шамана, как отличить настоящего шамана от ненастоящего. И вот там было написано, самый яркий критерий это то, что люди говорят, то есть положительные отзывы, нет яркой и агрессивной рекламы своей деятельности, и деятельность шамана или другого подобного рода человека не является работой в прямом смысле этого слова, я имею в виду как бизнес. На этом не строит свой основной доход. Это про вас, получается, шаманская деятельность это не является вашим основным доходом? Ой, знаешь, вот именно есть понятие, вот именно последнее время, все знают, наверное, Максим, что шаманизм превратился в сетевой маркетинг. То есть, это реально так? Да, вы сами знаете, наверное. Нет, я догадываюсь только об этом. И здесь приходится именно выгода. Выгода именно своей
скажем, познание тех иных шаманских мудростей он выставляет как бы на продажу, то есть делает своим как бы прямым бизнесом, работает, ставит тариф. Тем больше вот шаман говорит, вот, Максим, тебе надо сделать такой обряд, этот обряд стоит 30 тысяч, 20 тысяч помощников. Есть такие случаи, да, в ЛНД? Ну, очень много. 30 тысяч? Ну, это больше мало. А сколько просят? Ну, некоторые люди бывает, что вот они продали свой дом. Сейчас дом, квартира стоит в районе ляма, 2 лямов. 2-3 ляма. За какой-то обряд? Да, конечно. Что это за обряд такой был? Ну, не знаю. Вот надо спросить у тех шаманов, которые реально делали. Реально. Но здесь... Вы такие деньги никогда не получали? Там лям 2? Ой, спасибо Богу. 100 тысяч было? Нет. Ясно. Ну, вообще, если бы вам лям предложили бы, вы бы взяли бы или отказались бы? Там же добровольно это если я был коммерсантом, если вот выгоду, скажем, взял бы вот построение своего храма. Ну, да, смотрите. Я мог бы взять, но при этом, конечно, не взял, потому что это нельзя делать. К вам приходит человек, у него в жизни полная задница. И он говорит: Баир, вот тебе 1 миллион, только помоги мне. Ваши действия. Знаешь, вот есть то понятие, вот скажем, вот что я приобрел, скажем, духовную силу свою, вот духовную вот именно силу, свои посвящения, обряды, которые я провел и сделал, и достиг какого-то мудрости, да? Я это приобрел путем поклонения, да, путем вот именно общения Богом, божествами, да. И здесь я приобрел вот эту ценность, вот знаешь, как она является бесценной той части, которая вот она дает, это мы называем традицией, и это называем вот именно она далась мне вот именно путем, скажем, невыплаты. Есть, я понимаю, с деньгами никак не связано. Да. То есть здесь я, вот, что я имею на данный момент, свои знаний, познаний, вот, она является именно собственностью богов, божеств и, скажем, вот, моего почитания. И вот она бесценна, и я вот должен дарить людям. Ну сколько-то вам все равно надо же денег взять, вы же не будете голодны сидеть. Не, если человек, вот мой учитель, прежде всего... Ваш какой учитель? Духовный учитель? Духовный учитель. У вас есть такой, да? Да, был, сейчас его нет, он сказал: ты должен, Баир, должен вот человеку делать, если у него нету денег, пускай он положит палочку или спичинку. Если у него есть 1 миллион, тогда можно взять. Если он дает, то можно взять. Но своим. Хорошо. Максим, между прочим, вот в жизни, скажем, миллионеры, скажем, миллионы не дают. А кто дает миллионы? Вот те люди, которые вот прижало. Не прижало, а именно вот человек живет, он достиг мудрости, он накопил где-то миллион, скажем, своим трудовой деятельностью. Вот такие дают миллионы, да? Он достиг мудрости и сказал: зачем мне это? Лучше давай пользу пойдет не Баиру, а, скажем, религиозной деятельности, да? Скажем, построение храма или Сахиосуна, божества. Они просто дают как-то. Сколько миллионеры дают? Ой, не знаю. Ну, хорошо. Но не брали от миллионеров. Здесь вот... Ну, какие-то разумные суммы. Не, разумные, неразумные. Скажем, вот человек миллионера пришел тебе, вот моей практике. Приходят же к вам миллионеры? Конечно. Ну, разговариваешь, вот, говоришь так, вот. Человек говорит: вот я пришел поэтому именно. Что такое миллионер? Он достигший материального достатка. Так. То есть, а что такое шаман, да? Или лама, или, скажем, ну, батюшка. К тому, что достигший духовного достатка. Духовного достатка. И вы меняете с ним материально-духовное. Примерно так. Хорошо. При этом вот именно тот человек, который материального достатка, он всегда очень мудро относится к своему материальному достатку. Окей. Да, и никогда он лишнего не даст.
Наоборот, тоже работает. Ну, конечно. Хорошо. Если вдруг сейчас вас дар оставит, чем будете зарабатывать, Баир, тогда? Ой, дар оставить. Может оставить? Как? Ну, вот так вот вы завтра проснетесь, а ничего не получается. Как? Такого не будет? Такого точно не будет. Не будет. До смерти будете Конечно, мочь. конечно. Хорошо. Ну, вообще, чем можете заработать еще? Ну, прежде всего, я ветеринарный врач. Ветеринарный врач. Который имею вот, около 10 лет стажа Вы ветеринарной давно работы. последний раз зверей лечили? У меня есть собака, и я тоже его лечу, делаю прививки. Но вам удовольствие доставляет или это такая неблагодарная работа, на ваш взгляд? Я не только про вашу личную собаку, вот когда вы со зверьми работали, со зверями. Ну, конечно, это, как сказать, вот именно, когда я выбирал свою профессию, и об этой профессии говорить как-то неблагодарно. Серьезно, это, не круто это было? Не, нормально, хорошая работа. Хорошая работа. Да. Вы, получается, больше коровы, бараны или там собаки, кошки? У вас какая специализация была? Или все подряд? Бараны, коровы. Бараны, коровы. А собаки, кошки были? Нет, конечно, потому что я работал в сельском хозяйстве, был ветеринарным врачом. То есть собаки, кошки, там хомяки, Да, это не ваши? Не. Ну, вообще, допустим, если собака захворала или кошка, вы можете помочь? Ну, конечно. Сможете? Да. По шаманской или как ветврач? Как ветеринарный врач. Вот, говоря о коровах, баранах, с кем проще всего иметь дело для вас лично? Может быть, к сердцу кто ближе? Я думаю, что любым, скажем, вот срединный мир, у нас вот живые в срединном мире на Земле у нас обитает растительный мир, Так. да, животный мир, ага, мир людей, Так. ага, мир духов, Так. да, мир божества. Ага. И вот это все вот мы должны находиться в гармонии. Ясно? Нарушение вот этой гармонии мы создаем для себя неуют. Окей, я просто хотел выяснить, вам как человеку, врачу, какие животные ближе, с кем общаться проще? Какому у вас подход лучше, может быть, находится? Ну, Коням там или коровам, козы? Я думаю, животный мир, она имеет свою специфику, потому что мы должны тоже его понять, познать, приходя к животному, мы смотрим человека, животное находится в угнетенном состоянии и так далее. Вот хозяин пришел, что он болеет и так далее, тому подобное. Мы, исходя из своих исследований, смотря ему в глаза, рот, подняв хвост, посмотрев, и здесь мы приходим, скажем, к выводу, что чем он заболел. Я понимаю. И начинаем лечить. Баир, вам лучше пойти коня вылечить или корову вылечить? И корову, и коня. Без разницы. Барана, козу? Да, да. Хорошо. Вот вы сказали, вы, получается, мастер и животных лечите, а сейчас как бы человеческие души тоже лечите. С технической точки зрения приятнее иметь дело с людьми или с животными? Ну, конечно, с людьми, потому что мы понимаем язык людей, к сожалению, мы не понимаем язык животных. Проще работать, то есть, с людьми, чем с животными? Конечно. Тогда, как бы, ну, профессия шамана, она проще, чем профессия ветврача? Получается. Ну, не знаю. Баир, сколько надо оставлять денег шаману, когда ты приходишь, чем надо руководствоваться? Ой. Типа как там чаевые, знаете, 10% бывает, тут надо как-то рассчитывать. Ну, конечно, здесь есть у человека, который внутри сидит, вот, у человека нет денег. Давайте проговорим, у которого есть деньги. Но есть деньги. Просто у кого-то больше, у кого-то меньше. Да. Да. Тогда как решить, сколько как оставить? его душа желает? Вот многие думают, что если они побольше заплатят, то от ритуала толку будет больше. От ритуала будет больше, Вот больше это толку. очень ошибочное мнение, которое сейчас руководствуется, этим руководствуются все шаманы. И вот, скажем, коммерческие шаманы или те люди, которые вымогают денег у людей, они просят, ты дай мне побольше, и у тебя все нормально будет. Это, конечно, не так. То есть степень проблемы, степень как бы задницы, которая происходит, и сумма вознаграждения вообще никак не связаны. Нет. Хорошо. И
толку от ритуала тоже от денег больше не становится. Да, Максим, слушай, вот есть вот именно очень такое интересное исследование, этноисследование Петри. Расскажите про него. Вот здесь сказано, что вот именно в 1900-х годах в степах он исследовал Аларию. Алар, в смысле, где Аларский Иркутская область? район, да. И там он исследовал именно шаманов. И говорит, вот когда подходит эндемия, то есть грипп и так далее, вот, шаманы не находятся дома, они постоянно на выезде, лечат людей. Но при этом вот, нету понятия вот, именно положить деньги. То есть все шаманы при исследовании, да, были очень, скажем, бедны. Хорошо. Если человек не находится дома где-то в районе месяца, то, в принципе, днем и ночью там он камлает, делает, работает, и он бы довольно... Я понял, Бэр. Да. Но это 100 лет назад было. Да. Сейчас так же? Я думаю, это должно быть так. Должно быть так. Да. Но не всегда так. Ну, наверное. Можете назвать сейчас самый популярный ритуал или просьбу, с которой народ обращается? Ой, здесь это ритуал и так далее. Народ не знает, во-первых, потому что народ очень много не знает о шаманизме. То есть здесь уже приходит шаман, и шаман назначает ему обряд, ритуал, церемонию. Хорошо. Самая распространенная проблема, с которой люди обращаются? Ну, конечно, это материальный достаток, который вот сейчас очень много людей, которые... Алчат денег? Не, берут денег у государства займы, кредиты, и потом этим кредитом выплатить надо. И как вы помогаете ему выплачивать кредит? Это мы ищем причин, почему человек не может выплатить денег. Я понял. И делаем так, чтобы... Если, допустим, бросила девушка и хочется ее вернуть, можете помочь? Это называется как заговор, приговор или как? Я не знаю. Нет, конечно. Не в силах? Нет, это обоюдное отношение двух человек, причем двух разных Шаман полов. тут ничего сделать не может? Конечно. Если надо помочь, допустим, устроить в ФСБ или прокуратуру человека, можете помочь устроиться на работу туда? Знаете, это тоже, если бы я был знаком, скажем, начальником ФСБ, да? Так. Вы не знакомы с ним? Нет. Я бы позвонил, сказал бы, возьмите этого человека, так, да? Так, ну чисто я имею в виду по шаманским делам. Нет, если человек, он имеет способность, скажем, человек способность вот именно такой работе, он всегда проявит. Мы открываем ему дорогу, внутреннюю дорогу. У него есть потенциал. И человек просто своим потенциалом заходит в эту работу. Ну, тогда получается, конкурсном основе. Шаману не обязательно ходить. Конечно. Хорошо. Деньги вернуть, долг можете сделать? Деньги вернуть, долг и так далее. Бесплодие? Ну, это, конечно. Бесплодие можно, да? Можно. Реально? А можно, допустим, Баир попросить какую-нибудь подлянку для своих недоброжелателей? Нет, конечно. Но вы не сможете сделать или вы не захотите помочь? Просто это нельзя делать. Нельзя делать. Да. Но вообще теоретически можно. Теоретически все можно. Хорошо. Вообще реально. Нет, конечно, вот это достигший, вот, скажем, человек достигший, он если себя считает религиозным деятелем или вот именно работает вот именно в религии, он никогда не должен делать вот именно подлянки. Но вообще духи по всем вопросам готовы помочь или по некоторым они отказываются работать? Ну, конечно. Отказываются? Конечно. Хорошо. Все, еще блок один готов. Человек произошел от обезьяны? Нет. От кого? Есть вот именно у нас в шаманизме, скажем, своя теория, да? Есть, скажем, в христианстве, что прошли от Адама и Евы, да? А у вас от кого? Есть вот именно, мы пришли от божеств. От божеств произошли? Да. Мы дети божеств. Все люди произошли от одних божеств? Все. Допустим, я и какой-нибудь там еврейский мальчик, мы от одного бога произошли? Да. От одного? Не одного, а именно божеств. Божеств очень много.
Нет, ну все люди братья или нет? Не знаю. Что-то вы как-то Ну, как братья, вот. не очень добро отвечаете. Но здесь есть именно божества, божественные силы, которые вот именно мы, частица богов, мы на похожие богов. Ладно, давайте вот. чуть попозже с другой стороны Да. зайдем. Дарвин ошибался, короче. А? Дарвин, по-вашему, ошибался. Конечно. Ошибался. Хорошо, хорошо. Я правильно понимаю, что вы молитесь предкам, духом предков? Нет, мы молимся божествам, богам трех сфер. Трех сфер. С духами предков, почитание предков никакого отношения не имеет? Нет, имеем. Это есть вот самое основополагающее, скажем, мы через своих родовых божеств, мы говорим родовые божества, да, через родовых божеств, и мы вот эти родовые наши божества доносят до богов, божеств трех сфер. Вот духи, которые вас вселяются во время ритуалов, Да, мы говорим ангоны, ангоны, они по-бурятски говорят? конечно. А русские словечки вставляют иногда? Нет, Ну, то есть там кредит, самолет, вот такое они ничего не Нет. говорят? Только по-бурятски? нет. Из других языков есть Я заимствования? думаю, что, Максим, когда мы вдвоем умрем и станем богами, божествами. Мы станем богами с вами? Да. И тогда мы можем говорить, когда будем приходить, можем говорить кредиты, самолеты, Да. там трапы, да. А те, которые к вам приходят, они говорят К сожалению, они жили давно. на понятном бурятском языке или непонятном? Конечно, понятном. И на внятном, очень хорошем Не, ну бурятском. просто, я не знаю, русский взять, допустим, 1000 лет, я думаю, мы бы ничего не поняли бы сейчас. Да, не думаю. Думаете, поняли бы? Поняли бы. Те люди, которые по-бурятски с вами общаются, они когда жили? 1000 лет назад? Не. Меньше? Около 150, 200, 300 лет. А, то есть там вполне понятный язык Конечно. для вас. Хорошо, хорошо. А почему именно 100-150 лет? Почему более ранее не приходит? Ну, знаешь, вот именно есть то понятие сакральность. Скажем, мы живем в этом мире, в мире людей. Мы когда умираем, вот за наши хорошие дела, за наши хорошие, скажем, познания своей жизни, когда умираем, вот наша душа переселяется именно в мир богов. Ага. И они живут точно там определенное количество времени. Ясно. У нас говорят 9 поколений. Поэтому вот мы считаем вот... В рамках 9 поколений? Да, да. То есть я там какого-то 20-30 колена не смогу вызвать? Извини, пожалуйста. Никогда, ни при Нет, каком но- ни при Да, любом желании. это закон Вселенной, закон божества, закон религии. Я понял. Хозяева местности, знаете же таких? Ну да. Они везде есть или только в горах, там на перевалах? О, я думаю, что они везде есть. Ну, допустим, здесь где-нибудь в Улан-Удэ на элеватор мы выйдем, там есть хозяева местности? Думаю, да. В Москве по Тверской идешь, Конечно. тоже есть. Конечно. Почему их там никто не почитает? Ну, то есть, я не знаю, вот едут на мандрике, все капают духом, а Да. почему на элеваторе никто не капает? Да, потому что вот именно дух местности или божество горы Мандрика, он обозначил себя своим Чем? своим, скажем, тем, что люди знают о нем, о ней. А там девушка? Да. А на пахте? На пахте мужик. Мужик, хорошо, хорошо. Продолжайте. Давайте, там, говорит, чувак, а там чувиха, да? Ну, мне кажется, девушка это не оскорбляет духа? Не, конечно. Окей. Ну, чувак, чувиха, думаю, тоже. Ну да, наверное. Молодежная передача. Слушайте, а почему на элеваторе тогда они себя не обозначают? Или где-нибудь там... Скажем, можем, скажем, вот, например, рядом батарейка, да? На батарейке была вот именно очень большое место вот, поклонения бурятских племен. Назывался Эрхирик. Эрхирик? Да. Это как Эрхирик, который Да, сейчас в сторону да, Хоринска? Да, вот именно то место, где и здесь был Батыр Саган Ноин, хозяин его. И вот он был таким довольно могущественным богом божеств, которые подчинялись вот именно и по иерархической лестнице, даже, скажем, хозяин элеватора или шишковки, да? Смотрящий за Шишковкой. Ну, например. И примерно так. И вот, если ты знаешь и можешь влиять, сказать, вот, ты вот, пожалуйста, на элеваторе перекрестке не делай так, чтобы аварии не было. Окей, окей. А кто за барсойкой смотрит? За барсойкой кто смотрит? Ну, примерно так. Он же вот. тоже смотрит. Ну, я- Хорошо, хорошо, хорошо. Ладно.
Байер, можно вызвать духа Брюса Ли? Я думаю, что вот именно... Он же еще 9 поколений не прошло. Ну, конечно. Ну, конечно. Можно? Если он, скажем, следующий его ипостаси Соизволит. соизволит, и он действительно вот именно когда умер, я думаю, что он все-таки Можно. стал божеством, потому что он сделал очень много для достижения своего совершенства. Если бы вы сейчас по моей просьбе вызвали бы Брюс Ли, он бы с вами на кантонском диалекте говорил бы, или бы на путунхуа, или по-бурятски бы, как он общался бы? Как бы вы с ним коммуницировали? Я думаю, что он, если спустился бы и вошел в мое сознание, он говорил бы таким же акцентом или таким же, когда говорил при жизни. То есть на кантонском языке, Да. на кантонском диалекте. А он как-то визуализируется? Он в каком виде к вам пришел бы? С усами он был? Или помните, он без усов ходил? Или как он был в фильме «Выход дракона», например? Какой период? Знаете, вот, Максим, вы очень материальный человек, и здесь вот именно ваша материальность говорит о вашем супер видении, который... Да, спасибо. Лестное слово. Здесь, конечно, это субстанция, энергетическая субстанция, которая вот именно заходит в наше сознание. И вот это... Он заходит, если я вызвал бы, и он зашел бы меня, вот мое подсознание. И начал бы говорить моим сознанием, то есть... Я понимаю. Да, он просто, он занял бы аренду мой облик, мой язык, мои глаза, мои уши, и он говорил бы на кантонском диалекте своим сознанием. А вы бы в это время где сами сидели бы? Здесь же. Здесь же, вдвоем. Да. Как мы с тобой. Хорошо. Злодеев тоже можно, получается, вызывать всяких? Нельзя. Волки. Окей. Но теоретически же можно, да? Нет. Теоретически тоже нельзя. Нет. А чем добро от зла отличается? Как отличить злого от плохого, злого от хорошего? Злого от хорошего — это кого, шамана или человека? Человека. Вот, то есть почему Брюса можно вызвать, а, допустим, Гитлера можно вызвать? Знаешь, вот именно есть то понятие тенденции. Скажем, человек, достигший своей мудрости, я опять говорю, при смерти его душа, именно куда вознесся, каким богам, божествам, от этого мы и зовем. Если человек, вот скажем, Джек-потрошитель, или, скажем, в нашем сознании Гитлер, и, скажем, любой другой террорист, Радуев, например, да, скажем, вот их вот душа, скажем, в обществе людей, они сделали себя именно отрицательными, и их душа никогда не станет божествами, богами. Их душа, она будет перерождена другой ипостаси, скажем, в растительном мире или мире природы, скажем, он родится камнем или травинкой или так далее. У вас есть стопудовая уверенность, что Радуев и Гитлер, они плохие парни и среди людей не переродились? Знаешь, есть люди, которые почитают, скажем, Радуева или Гитлера. Так. Скажем, Радуев был, скажем, исламистом, да? У него вот именно за его деяние против неверных, скажем, он же вознес какой-то... Ну, для кого-то он святой человек, может быть. Да, конечно. И его аспекте, конечно, он святой человек, но в аспекте вот кто его много почитает и кто не почитает, исходя из этого, вот есть понятие вселенского суда, да? И здесь вот наши вот собираются и добрые камни, и плохие камни. Исходя из этого уже... Хорошо. Если к Брюсу вернуться, когда Брюс к вам зайдет в сознание, вы точно поймете, что это именно Брюс, а не самозванец какой-то? Ну, конечно. Точно понятно будет. Как Байер узнать, что это именно Брюс? Ну, конечно, во-первых, мы будем вызывать, будем искать. Во-первых, мы будем обращаться к своим божествам, Богом, что если вот, например, позарез надо Максиму, скажем, для его... Передачи Брюса Ли. Брюс Ли или не передачи, скажем, это уже передача
очень жидкое, скажем. Окей. Скажем, ему жизненно важно, чтобы... Вот, вопрос жизни и смерти нужен Брюс. Вот, да. И здесь уже, исходя из этого, надо. Я понял. Смотрите, многие шаманы пьют алкоголь во время камлания. Сколько можно за раз выпить? Знаете, вот именно в последнее время очень много спрашивают алкоголь, сколько можно, как пить, что пить. Все-таки алкоголь, она является для шамана чем жидкостью или веществом, которым мы доносим до божеств, то есть эфирное его тело, она является вот именно подношением, угощением достойно этого, да? Она является вот продуктом, конечным продуктом молока. Мы все-таки... Но не каждый алкоголь является с молока конечным продуктом. Да, вот именно. Это является именно подношением, а не тем, что должен он употреблять шаман. Я понимаю. Ну, вы сколько максимум выпивали? Нет. Вообще не выпивали, что ли? Конечно. Вы вообще не пьете во время камлания? Нет. Трезвый всегда? Трезвый. А как быть с шаманами, которые там по несколько литров водки выпивают? Ой, не знаю. Это на их совести. Окей. Чтобы, капать же самым алкоголем надо? Надо. Виски подойдет, допустим? Пожалуйста. Текила? Конечно. Коктейли? Конечно. Джин-тоник? Нет. Почему? Почему текила подойдет, а джин-тоник нет? Пиво, скажем, да? Пиво не пойдет? Купеческое или, скажем. Неважно какое, Жигули, неважно. Не, в принципе, любое подношение можно, если человека нету, скажем, подносить чем-то ради уважения, то любое подношение. Любое подойдет. Конечно. Окей, конфеты тоже, в принципе, любые. Хорошо. Духом без разницы, там это кондитерская фабрика Амта или там Ферреро Рошер? Нет. Пофигу. Хорошо. У вас в ВКонтакте висит фотка, где вы с кружкой пива за границей где-то сидите. Вы сами, когда выпиваете, для каких надобностей? Чисто расслабона или релакс, или как? Это, во-первых, пиво безалкогольное. Это безалкогольное пиво? Хорошо. Это как квас черный. Есть что-то плохое в алкоголе вообще, на ваш взгляд? Я думаю, что мы алкоголем изменяем свое сознание, и она вредит вот именно нашему быту и дальнейшему вот именно нашим действиям. Можно про жертвоприношение поговорить? Да. Чем лошадь заслужила смерть, когда ее шаманы... Как страшно ты говоришь. Правда же это... Вот ты, когда муха летит, тебе охота бывает убить? Я воздерживаюсь. Например, так, но здесь уже жертвоприношение, она обусловлена тем, что его душа, она имеет лошади, мухи, скажем, барана, скажем, любого. Кого еще, кроме лошадей и баранов, приносят жертву? Только лошади и барана. Лошади и барана. Да. А почему коз не приносят? Нет. А чем баран хуже козы? Нет. Есть религиозные, вот именно сакральные конь понятия. И баран. Да, сейчас в нашей передаче, если буду объяснять, это не очень будем, долго. это дебри будут. Конечно. Скажите просто, чем она заслужила смерть? Во имя чего? Нет, во имя именно гармонии, созидания мира. Но разве возможно достичь гармонии посредством убийств? Здесь уже идет именно разговор в духовном уровне, и здесь уже как бы то животное, которое идет на это, он уже знает, познает и согласен. Если он согласен с животным, да. Согласно. Да. Если надо будет привести в жертву человека, знаешь, вот именно, который тоже будет согласен. Да, бывали такие моменты, скажем, 1900-х, 800-х годах очень много этнографических исследований было вот именно. Людей убивали. Конечно. И здесь вот именно есть вот именно понятие. По доброй воле.
Конечно. Блин, ну, Баир, мне сложно представить, что сейчас ко мне какие-нибудь придут шаманы и скажут: чувак, тебя надо кокнуть, чтобы была гармония. Я думаю, при всех моих как бы убеждениях, которых у меня особо как бы и нету, я все равно не соглашусь. Ну, конечно. Ну, а по этой теории... Ну, знаешь, Максим, есть то понятие, что люди соглашались и шли. Вот ты же говорил, что я соглашусь, и Нет, меня можно... Мне сложно представить, что кто-то согласится, чтобы его принесли в жертву. Ну, конечно, сейчас во имя гармонии. Еще непонятно. Никто сейчас не согласится. Никто не согласится. Конечно. Вы бы согласились? Как вы говорили бы. Как уговорили бы? Да. Хорошо. Ну, значит, надо, чтобы хорошие переговорщики были. Конечно. Получается. Вы сами лично коней или баранов убивали? Нет. А почему? Есть те лица, которые вот... Я вот именно разговариваю тем бараном или конем, который должен идти. Извинения приносите свои? Конечно. По-бурятски или по-русски? По-шамански. По-шамански. Хорошо. Они принимают или не всегда? Конечно. Всегда принимают? Конечно. Хорошо. Вы черный или белый шаман? Я белый шаман. Значит, по папе? Да. По папе. Да. Вы в 27 поняли, что вы шаман, верно? Да. Только буряты болеют шаманской болезнью? Или русские могут болеть? Конечно. Китайцы? Да. Пуштуны? Конечно. Легко. Почему тогда русских шаманов маловато, а бурятов много? Ну, знаешь, вот именно, скажем, русские, они, скажем, славяне, они приняли христианство. Буряты приняли буддизм? Ну, да. Типа они давно приняли? Да, конечно. И здесь уже вот именно она, вот эта традиция, она разорвалась. Скажем, у бурят всего сколько? 300 лет тому назад приняли буддизм. Окей. И все. Хорошо, то есть времени не так много прошло. Да. Баир, у вас в ВКонтакте есть много фоток с ваших путешествий. Ага. И там есть прикольные фотки, где вы там отдыхаете, там, или там вот я видел статуя, там девушка с грудью какая-то. Вы не боитесь, что народ посмотрит и после этого, то есть вы тут сидите такой как бы крутой со всеми столи, да, с шапкой, а там вы такой типа... Не боитесь, что как бы будет немного с улыбкой вас потом воспринимать? Нет. Без проблем. Потому что я все-таки человек. И окей, хорошо. Вы себя считаете серьезным или респектабельным религиозным деятелем? Нет, я думаю, наверное, вот эти фотки показывают меня, какой я человек. Хорошо, хорошо. Там не только фотки, я помню, там есть видеозаписи, если вы помните. И там есть такие ролики, я вот зачитаю, как они называются. Клинтон прется над Ельциным, самый простой способ взлома домофона, топ-10 самых красивых и успешных буряток и фокус с сигаретой плюс обучение. Вы чисто для расслабона такие видосы смотрите? Да, конечно, вот надо убирать, но я не думаю, что надо убирать, потому что это просто, знаешь, интерес или как бы отдохнуть, посмеяться. Хорошо. Согласны с тем, что Маша Шантанова самая красивая бурятка? Вот, знаешь, здесь как согласиться, не согласиться. Но на ваш взгляд? Я действительно не знаю, кто красивый бурятка сейчас. Почему? Я думаю, что все бурят красивые. Как вы политкорректно ответили, Баир, по-бурятски прямо. Окей, хорошо. Вы согласны с мнением, что Бога в храмах ничуть не больше, чем на свалке, например? Но Бог, она везде, вы правильно сказали. Да. И в борделе, и... Конечно. Окей. Зачем тогда строить храм в Улан-Удэ? Это я про ваш храм, который вы строите. Знаете, вот именно есть очень большая потеря духовенства в шаманизме у шаманов. Так. Ага. И сейчас вот возникновение института шаманизма и духовенства, вот это большую пользу принес бы именно храм. Но думаете, не больше было бы пользы, если эти деньги вложить, допустим, построить спортивную площадку на эти же деньги? Даже так, что ли? То есть чем храм, с вашей точки зрения, лучше, чем спортивная площадка? Между прочим, спортивной площадкой занимаются спортивные деятели. Скажем, министр спорта есть у нас теперь, да? Ну и раньше тоже был. Раньше было вот именно... Есть глава администрации, скажем, есть директор школы, которые обязаны заниматься спортивной площадкой или спортивным. И вот эти люди просто обязаны, их обязанность. Как духовное лицо я тоже просто обязан
сделать, построить именно храм. Вообще думаете, если дистанцироваться от вас и от чуваков, которые строят спортивные площадки, пользы больше от спортивной площадки или от храма? Неважно, какого храма. Я думаю, что вот именно здесь нету какого-то вопроса именно о пользе, потому что она должна быть именно востребована народом. То есть той же спортивной площадкой. Смотрите, бордели тоже очень востребованы народом. Да. Что лучше, бордель или спортивная площадка? Бордель или храм? Давайте так вот. Согласитесь, довольно спорный вопрос. Здесь можно подискутировать. Конечно. Но вы выбрали бы храм или бордель? Если человек, скажем, достиг, опять же говорим, мудрости, он пошел бы в храм. Если человек... Ты что, одни тупые, что ли, в бордель ходят? Не, давай дальше. Если человек, его желание, скажем, вот, соители, мы как говорим, для чего туда ходят? Ну, трахнуться. Вот. Для этого было бы у него большое желание, да, он пошел бы туда. Но вот человек, который находится здесь направо храм, налево бордель, он, сходив туда, возжелав свои потребности, желания, он удовлетворив свои пожелания, он вышел оттуда радостный. И тот человек, который пошел в храм, и тоже, помолившись, вышел оттуда очень такой, скажем, удовлетворившись. Вот эти два человека, удовлетворенный человек, но вот этот человек, который пошел в храм, он в своей удовлетворении достиг большего. Откуда вы знаете, Байр? Почему? Почему? Разве мудрые люди не могут ходить в бордель? Не знаю, я думаю, что они обустроят свою жизнь по-другому. По-другому, но Да. это не значит, что они менее мудрые. Да. Можно сходить в бордель, а потом в храм? Я думаю, можно, наверное. Хорошо, хорошо. Буквально еще пару вопросов, Байр. Где сильнее духи, на мандрике или на пыхте? Одинаковые. Почему женщинам нельзя ходить к шаману во время менструации? Потому что вот именно идет кровь, и кровь считается вот именно потерей души. Считается или реально? Ну, считается так. Считается. По канонам, я По скажу. канону. Но если приспичит, можно прийти? Конечно. Хорошо. Самое святое место в Бурятии, Байр? Самое святое место, я думаю, вся наша Бурятия, она соткана святыми местами. Закон кармы или вечно синее небо? Я думаю, вечно синее небо. Почему? Потому что вечно синее небо олицетворяется множество вселенной. Закон кармы олицетворяет устройство вообще всякого бытия и всех вселенных. Я думаю, что вот именно микромир и макромир, она должна иметь свою гармонию. Будда или Чингисхан? Конечно, у нас для, скажем, в моем сердце лежит Чингисхан. Чингисхан. Потому что он стал тенгрием. Хорошо. Культ кабана или культ орла? Здесь уже мы идем очень, скажем, есть понятие культ орла, культ кабана, как именно животных, это неправильно сказано. Неправильно. А как правильно? Скажем, как опять язык подводит. Как же у нас называется это? Что? Культ тотема. Культ тотема. Хорошо. Ну что ж, Байр, спасибо за классное интервью. ВРТ. До свидания. Все. Блин, вообще здорово. Классно.